Малыши, рассчитайся. Как действует на практике система электронной очереди в детские сады? Чемпиону 31. Легендарный ингушский боксер Ислам Тимурзиев принимает поздравления в день рождения. Сезон охоты на дикий лук. Инструкция по сбору народной черемши. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Очередность дошкольное образовательное учреждение, работа грузового двора Карабулака и результат работы регионального отделения Ростехнадзора обсудили сегодня на встрече Юнусбека Евкурова. Руководством страны поставлена задача создать в регионах электронные очереди в детские сады. В Ингушетии система уже работает. Более 15 тысяч родителей зарегистрировали своих детей и знают, когда их ребенок пойдет в детский сад. Муслим Ганиев продолжит. По данным Министерства образования и науки, в республике более 30 тысяч детей дошкольного возраста. Из них в детсады ходят около 7 тысяч. Это чуть более 20%. Остальные 80 все еще не устроены. Нами уже установлена электронная полностью система. Значит, очередь забивается. Уже более 15 тысяч забиты. До конца этого месяца будут полностью забиты. Очередность нами будет. Значит, мы отмечены. Мы вошли в тройку первых, кто это установил. Российской Федерации. Электронная очередь создана, чтобы все происходило максимально прозрачно, и любой желающий мог бы посмотреть, когда его ребенка зачислят в детский сад. Глава республики отметил, что необходимо довести до всех жителей единый номер, куда можно будет обратиться по поводу электронной очереди, а также назначить ответственное лицо из Министерства образования. Лично отвечает за эту очередность, лично ездит со всеми, лично занимается в ручном режиме с теми муниципальных образований, кто отвечает там уже непосредственно. И лично везде гражданам республики раздает свой телефон, объявляет этот телефон, там, клеит его везде во всех администрациях, что она Гурчиева, на ее мобильной везде приходит сообщение, если где-то есть ущемление в этом деле. На встрече также обсудили работу грузового двора в Карабулаке. Он был открыт в декабре прошлого года. После этого все товарные вагоны должны были выгружаться в Карабулаке. После проверки главы республики выяснилось, что некоторые грузы, как и раньше, доставляются в Назрань. Почему так происходит, Евкуров велел выяснить председателю комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Михаилу Елезову. Я там Бекову сказал, выезжайте сейчас на ЖД-вокзал, полностью разберитесь. И завтра мне доложите, с товарищем Бековым. Я крайне удивлен и возмущен. Неделю сроком все это исправить. И дальше только вот так. Какая проблема? Чуть позже глава республики выслушал доклад о работе за 2013 год Кавказского управления Ростехнадзора по республике. В структурном подразделении федеральной службы проведено 308 проверок, в результате которых выявлено 2269 правонарушений, 154 лица привлечены к административной ответственности. И сумма наложенных штрафов – это 3 миллиона 196 тысяч рублей. Юнусбек Евкуров поручил проверить, если выявят нарушения, закрыть все мини-заводы по производству нефтепродуктов, которые находятся в республике. Их всего 4. А на земле, где они располагаются, построить социальные объекты. Муслим Ганиев, Тимур Карахоев, Новости 24. Легенде ингушского бокса Исламу Тимурзиеву исполнился сегодня 31 год. Заслуженного мастера спорта России, участника Олимпиады в Пекине, призера чемпионата мира, чемпиона Европы и России в супертяжелом весе приехал поздравить министр по физической культуре и спорту Ахмед Катиев. Он привез в подарок Исламу телевизор и поздравления от главы республики. В последнее время из-за тяжелого недуга именитый ингушский боксер находится дома и проходит сложный курс лечения, но не теряет чувства юмора и открыт в общении. Профессионалы бокса признают несомненный талант Тимурзиева. Американский боксер Эвандер Холлифилд назвал нашего олимпийца лучшим тяжеловесом на любительском ринге и открытием проходившего в Чикаго чемпионата мира. В этот день очень много боксеров позвонили со всей сборной России. И с настоящей, и с прошлой сборной России. Все звонили сегодня. Начиная от главного тренера сборной России Александра Борисовича Лебедяка. Сегодня, так что от бокса я никуда не уходил. Бокс всегда будет со мной. А как здоровье мне позволит полноценно тренироваться и выступать, то, я думаю, еще проведу достойные поединки.
В Алконе начато строительство школы на 200 человек. Отпраздновать новоселье планируют уже к новому учебному году. Именно это обнадеживающее обстоятельство позволяет ребятам продолжать обучение в условиях неприспособленного помещения при отсутствии интернета и в режиме двухсменки. Ну а новый альма-матер строят, так скажем, всем селом. Задействованы силы местных жителей. Подробности в сюжете Светланы Томовой. Сейчас в коридорах Алконской школы не слышны крики и шум детей. Ученики находятся на зимних каникулах, а вернуться им придется в эту старую школу, которая еще сохранилась благодаря стараниям учителей. В старом учебном заведении, правда, нет никаких условий. Несмотря на то, что здесь обучается всего 85 учеников, школа работает в 2 смены. Расположена школа в приспособленном здании. Здесь же находится сельская администрация и амбулатория. Учебных кабинетов всего 7. В учительской находится библиотека, здесь же и охрана. По словам учителей, это мешает работать. Интернет отсутствует вовсе. Чтобы заполнить электронный дневник, им приходится выезжать в соседнее село. Мы работаем в стесненных условиях, это раз. И поэтому с построением новой школы все наши проблемы, наверное, уйдут сразу. Поэтому для нас построение новой школы это значит огромное, вот это, я не знаю, словами не выразить, что мы ждем от этой новой школы. А чтобы дополнительно заниматься с детьми, нам не хватает места. Даже кабинета ни одного нету. И поэтому мы с ними занимаемся в коридоре. Это же дополнительная работа, вы знаете, это огромная помощь для учителя. И поэтому мы думаем, что это тоже. Спортивный зал, большой пищевой блок, библиотека, читальный зал, актовый зал. Около 3500 квадратных метров на 200 ученических мест. Строительство именно такой школы начато в Алконе в конце 2013 года. Строители закончили земляные работы и приступили к нулевому циклу. Фундамент будет столбчатого типа. Это придаст зданию сейсмоустойчивость. Здесь задействовано более 30 рабочих. Сроки строительства ограничены. Школа селения Алкон рассчитана на 200 ученических мест. Она будет трехэтажной и трехблочной. В каждом из этих блоков, это будет главный блок, центральный. Потом будет второй блок, я считаю, в котором будет находиться спортивный зал большой на 2 этажа. И третий блок, в этом блоке будет находиться пищеблок и актовый зал, библиотека. Вот так, в принципе, то, что основное касается этой школы. Во дворе учебного заведения по проекту предусмотрены спортивные и детские площадки. В строительстве школы в основном привлечены местные жители. Таким образом решается вопрос их трудоустройства. Начали мы эту школу в 2013 году осенью. Уже укатали котлован, уже подбетонники мы сделали. Сейчас идут у нас монтажные работы на нулевой цикл. В сроках у нас жестко соблюдаемый срок. К намеченному сроку постараемся уложиться. В строительных материалах проблем у нас нету, как видите. С построением новой школы у преподавателей больше не возникнет никаких проблем с дополнительными помещениями и нехваткой места. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. Вот-вот начнется сезон сбора черемши. Это древнее растение, помимо кельтов и римлян, стало культовым и для нашего народа. И вполне заслуженно. О его целебных свойствах можно и сейчас слагать легенды. Правда, в условиях современной действительности сборы дикого лука можно сравнить с охотой. Здесь кому как повезет. Лес небезопасен, и дело здесь не только в животных. Наш корреспондент Магомед Измалов с подробной инструкцией. На рынке цена за килограмм черемши достигает 300 рублей. Для многих жителей доход от продажи этого полезного растения – весомое подспорье для семейного бюджета. Произрастает оно в густых лесах, поэтому сотрудники МЧС призывают население соблюдать некоторые правила, которые помогут сделать пребывание в лесу более безопасным. Во-первых, вы должны оповестить администрацию населенного пункта, что вы собираетесь идти в лес, потому что часто бывают случаи, когда люди пропадают и никаких вестей о них нету. Для того, чтобы быстрее начался поиск, люди должны, в администрации, во всяком случае, должны знать, что вы с вами, пусть это будет список, либо количество людей, чтобы в администрации знали, что вот столько-то человек пошли в лес. Если в лесу вы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, предупреждает Тамерлан Чапанов. Если вам попадаются какие-то незнакомые предметы, стараться не лезть туда. Почему? Потому что, как мы уже говорили, возможно, не разорвавшиеся снаряды, возможно, какие-то заложенные взрывные устройства могут оказаться.
Вы в этом не разбираетесь, вам смысла лезть туда незачем. Вы пошли собирать черемшу, собирайте свою черемшу и идите спокойно домой. Отправляясь на сбор черемши, возьмите с собой аптечку для оказания первой медицинской помощи. Строго соблюдайте меры личной безопасности и держите при себе заряженный мобильный телефон, по которому всегда можно вызвать спасательные службы по единому номеру 112. Помните, что ваша безопасность во многом зависит от вас самих. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. Ожидаем вспышку гриппа в общеобразовательных учреждениях республики. Об этом предупреждает Роспотребнадзор России. Во многом этому будет способствовать возвращение детей с зимних каникул. Заразиться ОРВИ и гриппом очень просто. Заболевания передаются воздушно-капельным путем. Эпидемии чаще всего вспыхивают именно в местах большого скопления людей. Это детские сады или школы. Ну а вот что советуют в этом случае врачи-инфекционисты. Специфическая это профилактика, это иммунизация. У нас делаются прививки против гриппа. Конечно, эти прививки, они полностью защитить, чтобы ты вообще не заболел, этого нету, от этого гарантии нету. Но даже если заразишься, то в легкой форме желательно, особенно деткам, подключать витамины в осенне-зимний период. Они не помешают. Если человек заболел и все-таки ему нужно выйти в общественное место, то желательно было бы, чтобы этот человек одевал маску. Легче, чтобы этот один человек одел маску, чем все остальные будут. 80 литров донорской крови за 3 недели. Это результат благотворительной акции только по нашей республике. Сотни желающих по всей России могли поделиться своим кровным материалом. Причем количество доноров увеличилось именно в праздники. Где и в каком режиме работали пункты сдачи крови в Ингушетии и кому удалось помочь, узнаем у Миланы Хашагульговой. С Новым годом! Служба крови. Федеральная акция под таким девизом проходила в декабре в Ингушетии. Задача – привлечь как можно больше доноров крови. В стороне не остались и работники роддома Назрани. Благодаря акции собрано достаточное количество компонентов крови. Пункт сдачи крови на один день открылся и в НТК Ингушетия. Сдавать ценный компонент в нашей телекомпании стало уже доброй традицией. Среди сотрудников 20 почетных доноров. Кровь необходима в нашей республике в первую очередь, для новорожденных детей, для роженец, для онкологических больных. У нас много очень в республике людей с онкологией, те, которые живут за счет того, что им вливают кровь. Без этой крови эти люди не могут жить. В первую неделю Нового года в Назрани сдавали кровь для пострадавших при терактах в Волгограде. Несмотря на праздники, желающих сдать кровь было достаточно. Первый раз даю кровь сегодня. Помогу, чем смогу. Надеюсь, моя кровь поможет пострадавшим людям в городе Волгограде. Проводили эту акцию в 2 режимах, в выездных условиях и здесь в стационаре. Очень достаточно много коллективов, много учреждений отозвались на эти мероприятия. Начали мы с республиканской стоматологической поликлиники и довольно успешно до 30 декабря мы реализовали проект. В поддержку волгоградцев также у нас прошла акция, это уже 1 января прошла акция, 3 января мы принимали доноров. По словам Тумгоевой, акции прошли продуктивно. За 3 недели удалось собрать 80 литров донорской крови. Милана Хашагульгова, Юнус Цичоев, Новости 24. Себя показать, на зверей посмотреть можно в самом живописном уголке равнинной части Ингушетии, в Сурхахах. Здесь уже 2 года работает зоопарк на базе живого уголка при Доме ветеранов. За это время местную фауну пополнили волчица, пара медвежат и единственный в России белый як. Хадия Дельбиева из «Мира животных». Эта пара медвежат появилась в зоопарке 1,5 года назад. Тогда им было всего 3 месяца. Работники зоопарка выхаживали их практически с первых дней. Этой зимой им исполнится 2 года. Когда я приезжала, они были совсем маленькие у нас. Мы сами. Их, считай, своими руками мы их вырастили. Начали с молока, перешли на кашу. И вот до этого мы их довели. Зимой у нас животные в спячку не уходят. У них более усиленное кормление бывает зимой. Более богаты витаминами, корма. Помимо медведей, здесь есть и страусы, волки, кролики, многообразие экзотических птиц. 4 месяца назад в зоопарке на свет появился единственный белый як в России. Хищники зоопарка здесь тоже недавно. Волка поймали в лесах Ингушетии, а волчицу привезли с московского зоопарка. Зарема Нальгиева – частый посетитель зоопарка. Она сюда приходит с папой, который ухаживает за питомцами. Она знает повадки многих животных. Мне нравятся кролики.
Почему они тебе нравятся? Ну, они милые и, мне кажется, так они чистоплотные. Бывают медведи, я их много раз видела, как они кушают, как настоящие дети. Животные в зоопарке в спячку не уходят, потому что как таковой морозной зимы в Ингушетии не бывает. При комплектации зоопарка помощь оказывали коллеги из соседних регионов – Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края. Сейчас здесь обитают более 20 видов животных. При желании посетители смогут покормить некоторых из них. Билет стоит 50 рублей, а для детей из малообеспеченных семей вход бесплатный. Хиадия Дельбиева, Магомед Урусханов. Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.